Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде проведут капитальный ремонт канатной дороги, утверждены квоты приема в аспирантуру, докторантуру и клиническую ординатуру в 2025 году, назначен постпред Туркменистана при организации экономического сотрудничества и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, утвердив план районирования сельскохозяйственных культур по вилаятам в 2025 году. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешив заключить с ИП «Ровшен» контракт на капитальный ремонт зданий и сооружений столичной канатной дороги, а также прилегающих территорий. Документом предписано приступить к работе в январе 2025 года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в июне 2026 года. В Ашхабаде с 23 по 27 февраля будут проведены выставка продукции Афганистана и бизнес-форум. В мероприятии предусматривается участие афганских компаний, товаропроизводителей и бизнесменов, проявляющих заинтересованность в сотрудничестве с Туркменистаном. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение, согласно которому утверждены квоты приема аспирантов, докторантов в аспирантуру и докторантуру по направлениям науки, регистрации соискателей ученых степеней, а также приема ординаторов в клиническую ординатуру в 2025 году. Туркменистан выступил с инициативой проведения форума женщин-лидеров Центральной Азии и Европейского Союза, который состоится в первой декаде апреля 2025 года в Ашхабаде. Президент Туркменистана подписал указ, назначив посла Туркменистана в Иране Гаипова Ильяса Акмухамедовича постоянным представителем Туркменистана при организации экономического сотрудничества. Великобритания переживает беспрецедентный отток владельцев крупного капитала. По оценкам экспертов, страну покидает $1 миллионер каждые 45 минут. Основными направлениями для переезда состоятельных британцев становятся Объединенные Арабские Эмираты, а также европейские страны, преимущественно Италия и Швейцария. Эксперты связывают эту тенденцию с планами правительства по увеличению налоговых поступлений в казну на 40 миллиардов фунтов стерлингов. Канадский фотограф Стивен Хайнинг и модель Сиара Антоски вошли в Книгу рекордов Гиннесса, осуществив самую глубоководную фотосессию в истории. Уникальная съемка состоялась на глубине 50 метров возле побережья Флориды у затонувшего судна «Гидро Атлантик». Выбор локации у затонувшего корабля придал фотографиям особую художественную ценность и драматизм. Женская сборная Туркменистана по футзалу одержала победу над командой Кувейта со счетом 4-3 в третьем туре квалификации Кубка Азии. Матч состоялся в рамках группового этапа в Ташкенте, где проходят все игры группы С. Генеральный директор UFC Дейна Уайт заявил, что российского бойца Армана Царюкяна в бою против Ислама Махачева заменит бразилец Ренато Моикано. Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января. Поединок между действующим чемпионом в легком весе Махачевым и Царюкяном должен был быть главным событием вечера. Царюкян был вынужден сняться из-за травмы спины. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com, на наших официальных страницах в социальных сетях, а также на Билет Видео. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.